Привет, пацаны. Беру вот так телефон в руки. Очень рискованно. В Японии запрещено за рулем снимать. Но для моих подписчиков я стараюсь записывать видео. Интересно же. Вообще я против, чтобы записывали видео за рулем. Но так как по этой трассе камер нету, они, как в других странах, безопасный город, не фиксирует нарушение здесь скорости, там остановки на линии. У нас есть камеры, вот стоят камеры, которые фиксируют, есть ли у машины техосмотр и не просрочен ли техосмотр срок. Ну и номера это в базе данных, угон там или еще что-то, они определяют. Так, сегодня у нас уже пятница. Через 2 дня, через 3 дня у нас из Сибири, из России придет холодный воздух. И начнется у нас зима. Плюс 12 градусов будет. Ночью 8 градусов. Так, ладно, я прерываюсь. Сейчас буду и заезжать на заправку, я сниму. Ну, новости какие у нас? В Токио вчера было 20 человек заражения. Это очень мало. Ну, они стараются вакцинировать всех сейчас. Иностранцев на всех языках агитируют. Пожалуйста, иностранцы, вакцинируйтесь Pfizer или Moderna. И вроде бы новое правительство пришло, они хотят со следующего марта месяца прививать молодежь и детей. Я не знаю, что будет. Но насколько вчера по новостям я смотрел, японская вакцина уже 2-ю проверку проходит. 2-ю стадию проверки, и потом они получат лицензию в японском правительстве. И, наверное, подадут в ВОЗ, Всемирную организацию здравоохранения, и утвердят. Я думаю, что если японская вакцина пройдет сертификацию ВОЗ, то она наравне со всеми сертификатами будет работать для полета за границу. Я так думаю. Ну, как говорят, мы думаем, а решают другие. У нас сейчас обеденное время, без 10 час, все равно машин много. Сегодня у нас температура воздуха где-то 18-19. До этого было 20-21. Ну, весна. Я как показывал, там речку снимал, Красную мост. Там цветы у нас, зелень, все цветет, все пахнет. Ну и зимы как таковой нету, мы же на юге живем, Кансай. Редко, если с Японского моря горы, она облака снежные перейдут. Так, мне надо на заправку, я сейчас направо перестроюсь. Ну, блин. Короче, если эти облака горы пересекут, то, ну, может быть, такой снег будет, ну, вряд ли. А японцы показывают, он не может. Этот софтбол
получил приз MVT. Ну, типа Оскара, если кино взять. И вот японцы очень сейчас гордятся. Действительно, почитаешь Facebook, комментарии, там все пишут, что вот новое правительство придет, новый президент придет, новый парламент там придет, новые депутаты, и вот у нас все прям изменится. Да вряд ли, ребята, за 30 лет моей жизни в Японии, только в Японии новое правительство приходит и меняется все к лучшему и к лучшему, и все что-то... Так, ладно, сейчас, ребят, я прервусь, заедем на заправку, мне надо заправиться. Тут поворачиваем направо, поворачиваем налево. Так, у нас керосин, представляете, в том году был керосин. Керосин был в том году литр 50 йен, в этом году 105 йен, 2 раза. Сейчас я вам покажу, не покажу, а запишу, как я заправляю. Сейчас я камеру включу, так, чтобы удобно было держать. Так, выключим машину. Приехал я на заправку. Так, вон там, вот видите, 18 литров, 1728 йен. Это получается, ну вот, 105 йен. Литр там для керосина отдельно в канистры заливаешь. А это бензин, потом супер бензин и дизель. Так. Его надо за крючок зацепить, чтобы он не болтался. И вперед. Так, я наличными, поэтому нажимаю наличные. Так, здесь дизель 129 литр. Это 98-й, 165 литр. И 95-й, 154 йены. Выбираешь или сколько хочешь залить, или за сколько денег хочешь залить. Я выбираю, вот видите, за 1000 йен 6 литров, 2000 йен 12 литров, 3000 йен 19 литров и 4000 йен 25 литров. Мне надо где-то 23, поэтому я нажимаю 4000. И вот она просит деньги в кассу положить. Сейчас я достану кошелек. Так, это автомат, когда уже с чеком подойдете. С чеком подойдете, она вам будет выдавать. А, блин. Так, сюда вот, сюда надо деньги. Раз. 10 долларов. 20 долларов. 30 долларов. Ну, я так примерно, 40 долларов. Ну, 4000. Да? Вот. Теперь нажимаем ОК плюс. Что этот? Вот, подтверждаешь. И вот надо обязательно топ здесь, видите, чтобы искры не было. И берем красную. Вот, Легиора написано. И пошло. О, вот бензовоз приехал. Так, без 6 час. Все на обеде, поэтому машин нету на заправке. Японцы, они правильные, они обязательно стараются, видите, крутит. 154 литры деньги. Ну, это заправка самообслуживания, поэтому она дешевле на 2-3 йены.
Так, это у меня автомат сработал. Я доливаю уже вручную. Там вот туалет есть. Здесь можно зайти, там журналы посидеть, почитать, напитки купить. Там можно колеса подкачать. Там вон. Вот. Сколько уже? Я думал 21. 20 налил, да? Сколько? Ну, блин. Все, не идет. Ровно 19 на 2086 свет. Ну ничего страшного, берем этот реситер. Сейчас я бак закрою. И идем к автомату. И вот сюда вот чек просто. И вот она 1000. Она мне вернула. И тут мелочь. Пока не возьмете, руку не просуньте, она будет пищать, чтобы вы не забыли деньги. И все, ребят. Тут туалет, я сказал. Здесь можно руки обработать. Видите? Салфетка есть. Сейчас салфетку намочу, что-то. Тут вон, видите, курение. Противогаз. Здесь мусор этот. Так, ну что, ребят, я заправился. Я думал 21 литр, 23 литра налью. Ну, получилось 21. Так, мне надо выезжать назад. Чтобы легче выезжать. Так, я камеру выключаю. Потому что мне надо на ту сторону переехать. Можно прямо проехать, выехать на свою полосу, но там не перестроишься, уже линия. Тут надо как раз красный загорится. Вот. Сейчас дополнительный. Ну, все, вот красный загорелся, прямо ехать. И я могу уже выехать на свою полосу. Вот. И спидометр ставим на 0. И пошел отсчет. Тут 3 спидометра показывает, общий и 2 дополнительных. Один с нуля можно каждый раз. Так, где остановился? А, насчет вакцины, да? Ну вот, хотят третий этот самый укол делать. Но по сравнению с другими странами у нас все-таки ситуация лучше. А, я телевизор забыл, это по карта. Здесь кнопка, видите, нажмешь. Ну ладно, пацаны посмотрели, новости послушали. Я рассказывал неделю назад, что у меня на Honda вагон, эта коробка передач, датчик сломался. Я отдал на ремонт на 3 дня. И они мне взамен дали другую машину. Ну, точно такую же, как мою, вагон, только поновее выпуск. Она тут такая светлая была. И там я как раз рассказывал, что при езде этот телевизор выключается, не работает, он автоматически гаснет, только звук выходит. А здесь у меня на Райзе вот он,
он работает. Поэтому кто за рулем больше 45 лет, ну, я имею в виду себя, может смотреть телевизор, следить за дорогой и еще по бокам смотреть, чтобы астраханлога не было. Ну, катакори называется по-японски. Ну вот, обед кончился, уже машин больше стало. Сейчас все машины Японии, ну, японцы молодцы, они экология. И поэтому все машины старт-стоп. Когда на тормозную педаль нажимаешь, она у меня глохнет. Вот так. Ну, сейчас не. Сейчас капризная машина, ну, чуткая. Поэтому надо тормозить плавно, мягко. И она у меня глохнет. А когда резко там, ну, резвым тормозишь, обижается, не хочет двигатель останавливать. Так, мне направо, тут 2 у нас полосы. Ну ладно, ребят, я телевизор выключу, чтобы он не мешал. Послушаем радио. 中からヒットしたもの、それほどでもなかったけれど印象深いものなど毎週1枚ピックアップしてその LP の音源、アナログ音源で聴いていただいています。 Звук поменьше сделал. Тут все хорошо, у меня тут камеры везде. Видите, показывает камеры. Если датчики включишь, она держит расстояние, боковые расстояния, передние расстояния. Все просят Enius, вот Enius 163 Лигер, я там 154 заправился, здесь 163. На 9 йен разница. Ну действительно, там у кого членская карта есть, там 3 йены скидка. Ну 3 йен это хорошие деньги для Японии. Мы же в капитализме живем. Вот, я мягко остановился. Вот он у меня погас. Вот так вот, ребят. Я тот раз снял вот формат. Вот так держал, снял. И когда в YouTube выкладываешь, она, ну там, короче, пол экрана на середине, неудобно. Я извиняюсь, приношу извинения своим подписчикам. Буду стараться записывать только вот так вот, этим форматом. Таким форматом она красивее, она удобнее, пишет классно. 18 градусов у нас сегодня. Но если действительно кто-то меня стуканет в Японии, то меня оштрафуют конкретно. Ну а так, где нету стукачей, записываю вот так. Рисовые поля у нас здесь, там поля. Резвые водители есть, обгоняют. Прерываюсь, потом там еще включу. Хочу обогнать резвых водителей. Ну, тут такая дорога, она на 3 сейчас расщепляется. И вот левая крайняя, она только прямо едет. Сейчас я вот перестраиваюсь. А вот правая, по которой я ехал, она на 2 и только направо, в сторону Нара, 24-я дорога. И здесь там светофор, дополнительная прямо есть. Она включается тогда, когда оттуда поворачивает налево. Она разрешает нам прямо проезжать. Такие
такие дела, ребята. Предупреждать, что будет заезд на платную дорогу. Вот, дополнительное право. Хайвей, видите, да, направо заезжать. Ну, я по хайвею езжу, я выкладываю. Там ничего интересного, там обычная трасса прямая. И я стараюсь подальше держаться от грузовиков. Вот он металлолом везет, не дай бог оттуда железо, блин, пролетит. Стараться его обогнать или вообще там на жопу. Это у меня машина турбо, я уже говорил, вот она у меня. Видите, как прет. Спокойно. Это вот платная дорога, видите, да? Ну, я уже до того уже привык в этой Японии жить, я даже не знаю, о чем рассказывать, потому что у меня в видеорассказах есть и столовые, и еда, и все, я уже все выложил. Просто кому интересно, раньше здесь заправка была газовая, ее полностью снесли, сейчас какое-то здание строят, наверное, логистический центр будет. И здесь в Японии, ну как мне в Японии, в этих машинах датчики стоят, они сразу, видите, я в туннеле, чуть-чуть стемнело, она уже, лампочки включились аварийные. И этот телевизор у меня, навигатор чуть темнее стал, сейчас мы выйдем из тени, и она включится автоматически. О, видите, включилась. О. Лапшичная. Здесь в основном производственный район, маленькие компании, средний бизнес, малый средний бизнес. И, как я выкладывал здесь, хлебозавод Ямазаки Пан. Самый вкусный хлеб здесь пекут. Я в четверг как раз заезжаю сюда, мой магазин Мацумото, ну и французские батоны вот эти покупаю. Здесь аптека, магазин одежды. Ну блин, ну вот она писклявая, я не могу это слушать. Переключаем дальше. Ну это радио. Лучше телевизор, конечно. Сейчас эту кнопку нажмем. Вот такие дела, ребят. Сейчас я снимаю на свой этот iPhone 13 Pro Max. Отличная вещь. Ну, маленький компьютер, компактный. Вот про бензин рассказывают. 169 литров. Жалуют водители. О, говорит, растет и растет. Вообще, говорит, не понижается цена. И не знаем, говорит, стараемся на машине меньше выезжать. Использовать вообще машину, говорят. Представляете? Ну, правительство сейчас принимает меры. Наверное, заправщикам или кто занимается нефтебизнесом будет литр 5 йен доплачивать. Если 1 литр превысит 170 йен, то правительство будет 5 йен компенсации делать на литр. Ну, посмотрим, насколько она подешевеет. Ну, что-то делают, видите, правительство, сразу реагирует. Вот, чуть-чуть поднялся, сразу реагирует. Ну, вот, действительно у них такая система, ну, шикарная, наверное, нигде. Вот Германия, вот, они у немцев учатся. И вот японцы. А у японцев корейцы учатся. А у корейцев весь мир учится. Вот система строится как. Там машина стала. Вот стоим, ждем пока
О, я эту машину выкладывал, помните, да? Золотистые. Как же он его? Я уже забыл. Ариус, по-моему. Кросс. Тут у меня китайцы свининой торгуют. Я к ним иногда заезжаю, семечки покупаю. Ну, это мой район, моя дорога. Предупреждать, что переход на пешеход и там 18 градусов. Там 19 было, здесь 18, потому что речка, вода, наверное, все-таки все это влияет на температуру воздуха. Здесь у меня с правой стороны военно-войсковая часть силы самообороны Японии. Так, налево смотрим. Это вот цементный завод пухтит. Ну ладно, ребята, я заканчиваю свой видеообзор. Маленький, короткий, но кому понравится, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. А кому вообще мент не нравится, можете заблокировать что-то. Ладно. Продолжаю я видео. Короче, поставил я машину. Съездил в телефонную компанию. Хочу план этот поменять телефона. А то у меня 15 гига, что-то не хватает. Наверное, 20 гига надо сделать. Уже 3 часа. Говорят, сегодня 6 часов будет лунное затмение. Слышали, да? В курсе, нет? Так, это я вам уже показывал здесь, детская площадка. Вот, и как раз я объяснял, что здесь 3 квадратных метра стоит 5500, 5500 долларов, поэтому, видите, между домами по закону должен быть метр 50 сантиметров до забора и 50 сантиметров от забора. И у всех по 2 машины, жены и мужа. Стоянка должна быть, ну, должна быть на 2 машины. Вот как у них. Здесь одна машина, и там. Видите, как сделано все. Вот сейчас еще покажу. Например, вот дом и метр между ними. А там вот тут забор. Тут как раз 2 машины. Мотоцикл, велосипед. Ну, кто не хочет, тут оборудует садик вот вместо стоянки. Тут вот 2 машины, велосипед, огородик. И обратно забор. Метр. Вот такие вот. И все чисто, все четко сделано. Кондиционеры стоят между домами. Ну, короче, если вот в этом доме кто-то на 2-м этаже пукнет, то здесь кто-то испугается, проснется. Шутку поняли? Шутку поняли? Если у вас стоянки нет, вот как в этом доме, то вот общая стоянка. Видите, здесь надо в месяц платить от 100 долларов до 300 долларов. Вот такие у нас вот порядки здесь. Многие отстраивают новые дома. Вот новый дом. Как я узнаю, что это новый дом? В 2010-м приняли закон. И вот эта прослойка, видите, да? Здесь пластиковые эти щели стоят, прослойки. В смысле, дом сидит на вот фундамент. На ней вот такой вот щелевые решетки, пластиковые, крепкие. И на нее бревно ставится и дом. Это чтобы если вода попадет, видите, да, вот здесь дырок нету для вентиляции. Если вода попадет и при землетрясении дом будет
погашать этот. А старые дома вот такие вот, цельные, нет. Вот фундамент, а вот дом, поэтому трещины пошли при землетрясении. И вот видите, да, щели вентиляции, там нету новых. Она вот крепко связана, поэтому трещины при землетрясении. Новые дома. Ладно, ребята, сегодня я видеорассказ выложу. Посмотрите. Там заправку, дома. Ну, понемножку хорошего. Короче, добавлю лунное затмение. Японцы все уже сфотографировали. Вот она. Яркость была с правой стороны, она вниз уходит, значит солнце вниз идет. Ну не видно, ничего не поделаешь. Телескопа нет. Ладно, всем пока. Вот там не видно. Всем пока, ладно. Ставим лайки.